Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – механические волны. Ну, вы заметили, наверное, да, что прежде чем говорить об электрических колебаниях, мы сначала с вами вспомнили механические колебания. Ну и то же самое, прежде чем поговорить об электромагнитной волне, легче начать именно с механической волны. То есть получается то, что можно реально наблюдать, реально почувствовать. Ну и как оказывается, формулы, описывающие волновое движение, тоже будут одинаковые и в механике, и в электрических волнах. Итак, что же такое волна? Волной называют передача некого возмущения в пространстве или некого колебания в пространстве. Вот, допустим, бросили камнем, значит, в воду, да, и, соответственно, что от этого камня, где он булькнул, значит, да, пошли круги, пошли вот такие волны. Ну и вот когда вот очень интересно наблюдать вот за волнами, когда стоишь на берегу, либо моря, ну, либо реки, когда проехал какой-то катер, да, мы явственно видим, что волны бегут на нас, набегают на берег. Но если наблюдать, скажем, за каким-то поплавком, который стоит, значит, да, там, он просто прыгает вверх-вниз, происходит просто колебание. А тем не менее мы четко видим, что что-то к нам приближается. Так вот, давайте сначала о механизме волны. То есть получается, что когда мы говорим о какой-то волне, идет процесс передачи энергии от одной точки пространства к другой точке пространства, значит, да? А само же тело, которое, значит, оно остается на месте, сама вода, значит, само море остается на месте, но что-то такое по ней, энергия какая-то передается. Так, по принципу колебания принято различать два вида волн. Первый тип волн или первый вид волн – это поперечная волна. Поперечная волна. Вот как раз волны на воде – это именно пример поперечной волны. Ну или, скажем, взять вот, скажем, скакалку, девочки привязывают, значит, там где-то там к стенке там, и начинают там через нее прыгать. Вот когда ты начинаешь скакалку вот так вот двигать вверх-вниз, значит, да, то по скакалке идет вот такая волна. Ну, допустим, это S, это какое-то смещение. И, соответственно, вот скакалка изгибается. Эта волна двигается, мы явственно видим, что она двигается по скакалке, хотя скакалка у нас в руках, она никуда не перемещается. Если она здесь будет привязана, что эта волна может отразиться, пойти обратно, значит, да? Это пример поперечной волны, когда колебание происходит поперек, либо перпендикулярно направлению распространения волны. Есть второй способ передачи, это продольные волны. Ну, хорошей моделью является пружинка. Вот, когда будем в лаборатории, значит, да, я вам это покажу, значит, да, когда пружинку вот так вот растянуть, значит, сделать какое-то движение, как гармошкой, значит, да, по этой пружинке туда-обратно будет двигаться вот какой-то сгусток энергии какой-то. Поэтому, если показывать, можно вот так показать. То есть, получается, это колебание, где-то периодические растяжения и сжатия. Потом снова растяжение и сжатие. Ну и так далее. То есть, получается, здесь колебания происходят вдоль направления распространения волны, а не поперек. Поэтому волна, это будет называться продольная волна. Так, ну и, соответственно, что? Наблюдая за волной, значит, да, вот, скажем, за волнами на море, можно будет увидеть, значит, да, что вот эти вот два горбика, значит, да, между ними эти расстояния все время будет одно и то же. И вот это вот расстояние между соседними горбами, ну, если грубо так говорить, но вообще более общее, это будет расстояние между двумя ближайшими точками, которые совершают колебания в одинаковой фазе. То есть, получается, вот эти точки, между ними расстояние не меняется, оно будет все время одно и то же. Так вот, вот это вот лямбда называется длиной волны. Ну, на продольных волнах это тоже может быть состояние между соседними пучностями, допустим, знаете, вот сгустками. Это будет лямбда. Либо между соседними разрежениями. Значит, точно так же и здесь можно было показать. Значит, да, это то же самое будет. Ну, а, соответственно, если мы через один горбик, это уже будет 2 лямбда, значит, потому что это не соседние горбы. Так, ну и вот эта вот лямбда, длина волны, она равна скорости волны, умноженная на период волны. Периодом называют время, за которое совершается одно полное колебание. Так. Но есть два такие математические термины, как фронт волны и вот так называемая волновая поверхность. Фронтом волны называют геометрическое место точек, до которых дошло возмущение. Вот, скажем, если смотреть сверху, значит, на озеро, спокойное, тихое озеро, без всякого ветра, и куда бросили камень, значит, да, от него вот идут такие круги.
Так вот, волновой поверхностью будет уже что? Какая-то окружность. Вот одновременно до этих всех точек дошло возмущение, и там одновременно будет разбегаться эти волны. Или, скажем, взять струну. Если по ней, значит, бринкнуть, значит, да, то, соответственно, волновая поверхность уже будет наподобие такого цилиндра, значит, да, одновременно будет достигать. Ну, а если, скажем, просто какая-то точка, значит, да, то в виде сферы, может, сферическая какая-то волна может идти. Так, то есть по своей поверхности они могут различаться. Ну, а поверхности равной фазы, вот это называется как раз волновыми поверхностями. Ну и вот яркой представителем механических волн является как раз звук. Давайте вот мы об этом более подробно сейчас поговорим. Подробнее о звуке. Вот если вы меня сегодня слышите, значит, да, это, соответственно, благодаря тому, что звук, то есть звуковая волна, может передаваться в пространстве. Да, кстати говоря, вот снова возвращаясь вот сюда к поперечным и продольным волнам, да, вот о механизме. Поперечная волна может передаваться, как правило, только в твердых телах. Потому что поперечная волна – это деформация сдвига. Вот когда я пытаюсь двигать вот этой самой шнуром резиновым, значит, да, я как бы сдвигаю его. Единственным исключением является вот как раз волны на поверхности воды. А так только в твердых телах распространяется поперечная волна. Продольные же волны распространяются в любой среде, и в жидкой, и в газообразной, значит, ну и, значит, в твердых телах. В безвоздушном пространстве, значит, да, если нет никаких молекул, если некому будет передавать, значит, энергию колебаний, то механические волны вообще не будут передаваться. Поэтому звук может быть только в какой-то реальной среде, в воздухе, в воде, значит, либо в твердом теле. Итак, звук. Звук – это продольная волна. То есть получается, что когда мы говорим, вот я сейчас говорю, я оказываю звуковое давление на воздух, который прилегает к моему рту. И вот эти вот молекулы воздуха в этом месте будут сжиматься. И, соответственно, возникает вот такая вот как гармошка, значит, да, вот периодическое сжатие и разрежение воздуха, которое будет распространяться в разные стороны с определенной скоростью. Скорость мы уже показали, значит, да, чтобы найти скорость, нужно длину волны поделить, значит, да, на время, значит, на период колебаний. Так вот, чем характеризуется звук? Ну, есть две основные характеристики звука. Первая основной характеристикой является громкость. Громкость звука. Ну, вот, скажем, вот я вам покажу, вот, скажем, два звука. Вот, скажем, вот такой звук, значит, да, и, вот, скажем, вот такой звук. То есть, получается, на громкость влияет именно амплитуда колебаний. Чем сильнее отклоняется, значит, точка, скажем, от положения равновесия, значит, да, чем больше амплитуда будет, тем громче получается звук. Ну, звук измеряется в децибелах или в беллах. Был такой механик Белл, как раз изобретатель телефона. Я думаю, что в честь него это названо. Децибел – это 1/10 белла, получается. Ну и наше человеческое ухо, вот эта вот амплитуда колебаний, ну, скажем, от нуля, конечно, 0 мы не услышим, значит, да, но там чуть отличаться будет, но предельная, когда уже болевые ощущения, когда уже перепонки будут лопаться, это где-то 130 дБ. Вот, скажем, реактивный самолет взлетает, и возле вас, значит, да, соответственно, это будет звук где-то порядка 130 дБ. Вторая характеристика звука – это высота тона, ну, либо тон, просто говорят, тон. Каким тоном вы со мной разговариваете, приходится слышать часто, значит, да, ну, учитель говорят ученикам своим или родители своим детям, да, то есть высота звука, либо тон. Так вот, на высоту влияет именно частота. Частота. За высоту отвечает частота. Ну и, соответственно, наше человеческое ухо воспринимает колебания с частотой от 20 Гц. Ну, 20 Гц совсем такой, какой-то шелест бумаги, допустим, значит, да, совсем такие низкочастотные. Ну и где-то порядка до 15-20 тысяч Гц. Ну, я самый крайний покажу. 20 тысяч Гц. Ну, я, допустим, уже такое не могу услышать. Ну, более молодые люди, вы, наверное, можете такое услышать. Есть генератор специальной звуковой частоты, когда мы включаем, это такой писк, переходящий на бас, и потом исчезает. Значит, да, чувствуешь, что уже такое неприятное есть, значит, да, но услышать уже будет невозможно. Все, что выше 20 тысяч Гц, называется ультразвуком. Многие животные, скажем, дельфины, летучие мыши, ну, говорят, собаки, специальные свистки для них есть, значит, да, когда они могут реагировать, значит, да, они воспринимают ультразвуковые колебания. Все, что ниже 20 Гц, называется инфразвук.
Он тоже, мы его не воспринимаем, но тем не менее наш организм может как-то, ну, скажем, какие-то биения, какие-то колебания, значит, да, чего-либо, значит, я не знаю, там, зданий и так далее, мы сами не можем ощутить, значит, но тем не менее наши органы, печень, сердце, они это ощущают, значит, да, и, соответственно, это может болезненные какие-то ощущения у вас появиться из-за этого. Третья частота, она скорее не физическая, а больше физиологическая, называется тембр. Но мы его не записываем, никакая физическая величина за него не отвечает. Это какая-то личностная окраска голоса вашего, значит, да, характерная именно для вас, значит, да, особый какой-то там, допустим, какая-то окраска, значит, да, потому что, скажем, есть, ну, певческие голоса, теноры и так далее, а тем не менее у разных теноров, значит, да, хотя они поют вроде с одинаковой частотой, своя там какая-то, ну, неповторимая окраска. Так. Ну и говоря о скорости звука, понятно, значит, ну, легко догадаться, значит, да, что скорость будет тем больше, чем плотнее будет среда. Скажем, в обычном воздухе, в сухом воздухе, скорость звука порядка 330 метров в секунду. Ну а если в жидкости, значит, да, в воде, скорость звука сразу увеличивается в жидкости, да, где-то порядка 1500 метров в секунду. Потому что молекулы расположены плотнее, поэтому энергия легче передается от соседней молекулы к другой, ну, к другой соседней. Ну а, скажем, в железе, металл, железо, значит, да, сталь, порядка 6000 метров в секунду скорость звука. Там еще более плотно расположенные молекулы. Поэтому, если вот смотреть фильмы о войне, значит, да, там партизаны, когда там готовили подрыв там какого-то поезда вражеского, да, они прикладывали ухо к рельсам, чтобы услышать звук приближающего поезда. То есть, получается, по железным рельсам они гораздо раньше могут услышать, где там поезд, чем, скажем, по воздуху. Так, ну и звук точно так же, как и другие волны, тоже подвергается отражению. Скажем, благодаря отражению звука мы можем услышать эхо, когда находимся в каком-то помещении, значит, да, достаточно большом. Когда громко выкрикнуть какой-то звук, значит, да, он будет многократно повторяться, потому что вы сначала услышите свой звук, а потом отраженный звук многократно. В пещерах, где много отражающих поверхностей и так далее. Ну и благодаря отражению звука, значит, есть такой способ определения расстояния, называется звуколокация или эхолокация, когда с помощью какого-то эхолота посылается сигнал звуковой, значит, да, отражается и возвращается обратно. Если вот это расстояние L, дважды звук проходит, то есть туда и обратно, значит, 2L будет равняться V умножить на время, где время вы засекли между посланным и полученным сигналом. Тогда вот это расстояние L будет что? VT, деленное на 2. Можно будет найти, определить расстояние. Кстати, многие животные, вот те же самые летучие мыши, они, естественно, без всяких формул, они посылают сигнал, сигнал отражается от стенки, и, будучи совершенно слепыми, они совершенно легко ориентируются в темном помещении, в темной пещере, значит, и не сталкиваются друг с другом. Все, ребята, на сегодня, я думаю, достаточно. Итак, мы поговорили с вами о механических волнах. Волны бывают поперечные и продольные. Ну и более подробно поговорили о звуке. Звук – это продольная волна, характеризуется громкостью, высотой и тембром. Значит, ну и, соответственно, как его можно использовать? Значит, с помощью отражения можно использовать звук для определения расстояния до удаленных объектов. Спасибо за внимание. До свидания. Будьте здоровы.